Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. GRT kanalında Gagauzya Gün Gündem programması bugün de sizi söylemler. Stüdyada işlerim ben Alona Terzi. Hem isterim söylemeni. Bugünkü programımızın misafiri çok meraklı bir insan. Çoğunu belki vardır, gördüğünüz onu vardır, işittiğiniz ama bugün ondan kendisinden işiteceğiz. Neyle uzanatlanır, ne yaşamasına götürür, hem ne yapabilir öyle. Hani kendi dolayında her zaman insanları toplayabilir. Bir iki kapıma stüdyamızdan ayrılırız. Stüdyamıza döndüğünden ben tanıştıracağım sizi bizim bugünkü programımızın misafirinden. Kalın bizimle. Sevgili dostlar, Komrat Kasaba'nın şanlı yaşayanı, Gagauzyanın şanlı öğreticisi Valentina Mikotina bugün stüdyamızda. Sevgili dostlar vardır, biz gösterdiğik programlarımızda Valentina Georgievna'yı hem çoğunuz bilirsiniz. Halis kim Komrat'ta yaşayır, Valentina Georgievna yıllar boyunca öğretmek uğrunda çalıştı. Hem büyüğünde bakmayarak kendi yaşlarına aktif bir pozisyası var. Nerede de bulunmasa Valentina Georgievna onun dolayında her zaman var insanlar, yaşlı insanlar angılarına dini Valentina Georgievna olur örnek hem angılarını o her zaman toplar kendi dolayında her zaman savaşır çıkarma onların evlerinden. Hani onlar da çıksınlar kasabaya, zanatlansınlar, neyse faydalı işlerle hem durmasınlar kendi evlerinden. Valentina Georgievna, zaman hayır olsun, hoş geldiniz студиямыза. Zaman hayır olsun. Валентина Георгиевна, я сказала телезрителям о том, что несмотря на возраст, вам до сих пор удается собирать всегда вокруг вас людей. Людей пожилого возраста. Чаще мы в городе, даже когда встречаемся на каких-то мероприятиях, там, где Валентина Георгиевна, возле Валентины Георгиевны, подружки, ровесницы. Как вам удается? Потому что в этом возрасте люди зачастую не то что в силу своих каких-то физических или проблем со здоровьем, просто многие из них просто теряют к этому возрасту какой-то смысл жизни, надежду и просто не хотят выходить из дома. Вы как их мотивируете и как вы их вытаскиваете из их вот этих капсул? Так как я росла в большой семье, я всегда имела возможность общаться. Растили своих младших братьев, сестер, со старшими общались. И вот в 2006 году мы участвовали в проекте Helpage International Кишинев. И там надо было организовать 15 волонтеров. И вот с 2006 года мы организовали волонтеров, 15 человек, и внедряли проект по организации Helpage International. Внедряли проект с пожилыми людьми и с внуками, как делать уроки, как развлекать, отвлекать от плохих дел. И вот с тех пор у нас как коллектив собрался такой, человек 15. Так, кто-то уходит, кто-то приходит, но это волонтерская организация получилась у нас. И, значит, мы что там делали? Мы вязали, обучали вязанию, не просто вязали, обучали вязанию, обучали бисероплетению, обучали шитью. Мы участвовали в проекте, где 32 человека получили гранты. Это в течение 3 лет. Получили машинки швейные, кто-то улья, кто-то еще, ну, на что писали, то и получали, чем хотели заниматься, чем хотели активизировать себя. И вот много лет прошло, люди курей еще выписывали, курей, по 60 курей выписывали. И эта цель была, что
они себе курей выращивают, и они угощают там бабушек, дедушек, так как в нашей организации было 75 подопечных. Вот 15 волонтеров и 75 подопечных. Это люди, которые дома лежащие, далеко не могут выходить. И каждая подопечная 3, 4, 5 имели, каждый волонтер имели 3-4 подопечных. И вот они посещали их, и с тех пор вот эти же волонтеры, они уже подросли, уже постарели. И также поддерживают связь. Проект закончился давно, но также они поддерживают связь, также помогают им и справки делать, и информацию приносят домой, решают разные вопросы, которые возникают. Они стали как родственники с этими своими подопечными. И к праздникам что-то, в общем, все время в чем-то помогают. Так что вот так и активизировали, так и люди продолжают так же. То есть эта добрая традиция была заложена тогда, и она до сих пор работает и продолжает. Да. Дело в том, что добро. Константинов был председателем исполкома, и он нам выделил в Доме культуры помещение. Мы имели помещение, и у нас более 25 человек посещали хор. Но когда ремонт делали в Доме культуры, мы потеряли свой кабинет. Это подвальное помещение было. Там были раньше туалеты. Мы эти туалеты реконструировали, сделали ремонт, сделали с помощью фонда ремонт, сделали. Было около 30 стульев. И вот эти около 30 человек собирались, и мы пели. Много раз мы на сцене пели, выступали и на сцене. А сейчас вы где поете? Как решили проблему с помещением? Сейчас у меня дома собираемся. Веранду построила, на той веранде, или же в зале у себя собираемся, у меня дома собираемся чаще. Сколько человек изъявляют желание заниматься? 15 человек так приходят. Какой возрастной возраст, какой у них? Ну, до 70, до 84, 85 сейчас будет одной. До 85. А это возраст любой. Любой. Ну, пенсионер. Да, не это довольно-таки солидный возраст, ну, но да, несмотря на это люди... пенсионеров нету. Так что пенсионеры. И также вот последний раз мы в понедельник собирались, и одна говорит: ой, я так хочу бисероплетение, давайте опять бисером заниматься, я хочу вот делать деревья и цветок, я очень хочу. Я говорю, мне не трудно обучать, что надо, тому и обучим. Собираемся, и что желает, то и делаем. Но при этом вот этой волонтерской организацией больше не занимаетесь, правильно мы поняли? Ну как? Мы и есть волонтеры, просто проекта в данный момент у меня нету проекта. Ну, я и не стараюсь уже, потому что это ответственность очень большая. Это часто ездить в Кишинев надо. И мы просто продолжаем работу. Продолжаем. Есть организация, есть, конечно. Насколько сегодня необходимо? Вы сказали, что ваши волонтеры помогают тем, кто не может в силу своих физических каких-то ограничений выходить из дома. Насколько сегодня эти люди, которые одни нуждаются в этом внимании, насколько важно их посещать? Очень важно, очень, потому что вот мы ходили и даже помогали и в уборке, в квартире помогали. Ну, они сейчас, я говорю, как родственники стали. Они продолжают посещать их и также помогают, в чем нуждается человек. Очень нуждаются, очень многие очень нуждаются. Позавчера мне позвонила дочка одного, сломал ногу, коляска нужна. В течение 2 дней мы решили вопрос. Ну, как мы решаем вопрос? Мы же коллектив,
И коллективно, кто что знает, откуда что. И тут же нашли в течение 2 дней, она звонит. Ой, спасибо, вы знаете, целый месяц я не могла выносить его на улицу, а сейчас хоть будет выходить. И так одно, другое, третье, и все вот мы... Мир не без добрых людей. Ну да, да, очень быстро решается вопрос. Я своему мужу говорю, вроде как и ни проектов нету, ничего, а люди обращаются. Говорят, люди привыкли, что кто помогает, тем и обращаются. Так что у меня как-то было так, приходит одна, еще в реабилитационном центре работала, приходит одна бабушка, говорит, вы знаете, мой внук не хочет идти в школу. Говорю, а чего? Нет у него ни обуви, нету у него ни одежды, нету, не в чем идти. Бабушка смотрит его, а сейчас, говорит, смеются. Вот выдавали сапоги, а сейчас нельзя вот побольше размер сапог. Господи, я помолилась, думаю, где же я ему сапоги найду? Тогда было 400 пар сапог, раздали всему городу. Никто не говорит, что мне маленькие, верну обратно, может, кому-то вы дадите. Ну, на другой день буквально приходит мужчина в реабилитационный центр и говорит, вы знаете, я хочу поману делать. Нет у вас ребенка, которому нужно помочь? Ой, говорю, прямо вот Бог помог. Говорю, да, сейчас адрес дам, пойдете, скажете, что вот Валентина Георгиевна сказала, что нужна помощь. И вы знаете, приходит эта женщина другой день, говорит, ой, приходил мужчина и одел этого моего сына с ног до головы, и куртку, и брюки, и сапоги, все-все одел. И я говорю, есть Бог на свете. Вот я так удивилась, думаю, как же я, отказать не могу, помочь не могу, а выход нашелся. То есть это еще раз говорит о том, что мир не без добрых людей? Ну, естественно, да. естественно. И я все время говорю, есть проблема, появляется проблема, обращайтесь, говорите о проблеме, потому что так кто знает, в чем нужда твоя, или обязательно говорите о проблеме. Как часто так вот простые люди изъявляют желание помогать людям? Не только людям в возрасте, а вот вы привели пример, что ребенку помогли. Часто встречаются такие люди, которые готовы протянуть руку помощи? Вы знаете, вот мы общаемся часто. Вот хотят, даже некоторые говорят, а не говорите, что я дал или что, просто хотят помочь. Хотят, но это надо говорить, это надо общаться, это надо крутиться среди этих людей, просто так, кто знает, кто. Вот недавно мы ездили в одно село, отвезли несколько мешков одежды. Это все люди собирают, хорошие вещи, и в одной семье там 9 детей. Я вспомнила, в моей семье тоже 9 детей было. Но особых трудностей не было, потому что мама была очень предприимчивая, папа тоже. Работали, и мы нужду особо не чувствовали. Но я знаю, как это тяжело. И отвезли вещи на все размеры, на все. Это очень-очень хорошо. Так что... говорить надо, о проблеме говорить надо. Валентина Георгиевна, может, вот это желание и вот эта готовность всегда идти на помощь к людям вам на самом деле было где-то на генетическом уровне заложено в семье? Наверное. Моя мама очень много помогала. Вот я из села с Чакмайдана, и там церковь работал. А мама моя из Садаклеи сама. И вот замуж вышла в Чакмайдан, и приходили люди, и все время стояли на углу ехать Камрат или Бессарабскую, или Башкалию на углу, а мы близко к углу. И она подходила к этим людям, звала и кормила их. Как-то я говорю, ты приглашаешь, мама, чужих людей в дом, не боишься ничего? А что бояться?
Говорю, а где часы, которые мы тебе недавно дарили, часы на какой-то юбилей мы тебе... Я не знаю, кто-то забрал, они на подоконнике были, кто-то забрал. И, говорит, им надо было больше, они и забрали. Что удивительно, она очень жалела сельских людей, очень она жалела и кормила все время после церкви, да, после службы кормила. Она сама в церковь ходила и кормила. Валентина Георгиевна, этим летом нельзя было не заметить, проходя или проезжая мимо Дома культуры города Камрат по выходным, по вечерам, играла музыка. И на что люди больше всего обращали внимание, то что чаще всего, несмотря на то, что хочу отметить, что вокруг Дома культуры гуляет очень много молодежи по выходным, пожилые люди всегда танцевали, хору делали. И насколько мы поняли, инициатором всего этого, чтобы опять же вытащить этих людей со своих домов, были вы. Насколько они охотно выходили, Валентина Георгиевна, потому что это на самом деле очень важно. Еще раз подчеркиваю, чтобы люди не просто зацикливались на каких-то проблемах со здоровьем или на каких-то жизненных, потому что в этом возрасте люди не совсем открыты, и не многие изъявляют желание просто выйти погулять и потанцевать тем более. Как вам это удается? Я хочу сказать, что это нелегко удается. Года 4 еще до пандемии я писала, мы со своей командой, вот этой волонтерской, писали заявление в примарию. И вроде как понимали, но и каждую субботу не включали музыку. И вот как-то примар согласился, Сергей Ильич согласился, и первую субботу собирались, как-то эту музыку включали нам, вторую субботу. И были 2 скамейки там, если вы помните всего. Я говорю, Сергей Ильич, вот бабушки приходят, пожилые люди, им сидеть надо же где-то как-то, хоть как вы смотрите. Все, будет решен вопрос. Это тоже говорит о том, что проблему поднимаем мы, да. Подняли проблему, вы видите, сколько скамеек там? Даже я хотела бы, чтобы и второй ряд скамеек там был, чтобы приходят люди, пусть сидят, пусть отдыхают, пусть музыку слушают. Нелегко это было до пандемии, включали. Во время пандемии перестали, потом начали тоже включать, так как заявления продолжались писаться. Мы не отставали от примарии. И вот зимой даже я встречалась с председателем совета примарии, Мунсева Камрат, встречалась. Так как я сначала ходила к Ирине Зеленской, заместителю, говорю, ну что, почему так трудно включить музыку, вот, допустим, только по субботам, допустим. Хотя, говорю, в наше время, в нашей молодости, я когда приехала, в среду, в субботу и воскресенье танцы были. Я это помню. Я небольшой танцор, но я помню, что это танцы были, и молодежь ходили, и кто мог, все ходили. Ну и это сейчас вот последнее время, месяца 2-3 летом, вот играет музыка. Валентина Георгиевна, ну, необходимо отметить, что помимо того, что я уже говорила, когда задавала вопрос о том, что собирается и молодежь, мало того, что они просто гуляют и отдыхают там, они еще активно принимают участие в ваших танцах. Они поддерживают вас? Дело в том, что вот я сказала, что встретила Влах и спрашиваю, говорю, несколько дней, несколько суббот подряд вижу, слышу, музыка и бегу на танцы. Не как танцы, у нас просто встречаться надо. И она сказала, что примария выделила финансы на организатора вот этих мероприятий пятницу и субботу. Пятницу, мол, для молодежи, а субботу для пожилых людей. Я говорю, не надо разделять не надо совсем. Дело в том, что я, как поняла, еще с марта месяца в Камрате на примарию Helpage International дали проект. И вроде как бы
указали, что там есть у вас волонтеры, которые могут активно участвовать. Этот межпоколенческий центр называется, это проект. Я была на открытии, в июле открытие было этого центра. Ремонт сделали в одной части Аксис. Я когда пошла, но я узнала это через Кишинев, что у нас открывается. Я позвонила в Кишинев, говорю, да что это такое, у нас вообще ничего нету, вот в эту организацию. Они говорят, как нет, у вас на этой неделе открытие будет. Фу, тогда обязательно То есть попаду. еще Кто, одно. говорю, руководитель? Говорит, Фортуна. Хорошо, я позвонила. Он говорит, да, вот будет открытие как раз. Я позвоню вам, и вы придете. Вот я пошла, и когда увидели меня эти кишиневские, ой, хорошо, что вы работаете. Я говорю, не работаю, я первый день. Я даже не знала с марта месяца, что тут внедряется проект, что Приморье имеет этот проект. Но узнали мы. И вот с лета мы уже участвуем каждую неделю, по 2 раза, даже семинары бывают. Диалог между молодыми и пожилыми людьми. Диалог проходит. И я говорю, раз имеете возможность, тогда один день в субботний, тогда обязательно как на танце. Встреча друзей, вот это буду организовывать. И вот таким образом мы уже больше 2 месяцев вот это встреча друзей и каждую субботу. Очень многие очень рады, очень довольны, что приходят и сидят, и слушают. Я в субботу ушла пораньше, говорят, вы ушли, а молодежь как включилась, как делали 2 хоры, как танцевала молодежь. Жалко, что вы не видели. Я говорю, мне главное, что сегодня есть это, и что людям это нравится. Да, я рада, что... Дело в том, что мне хочется вот всегда, вот как реабилитационные центры. Я открыла реабилитационные центры, значит, в Камбрате, Кангазе, Кирсово и Чокмайдане. Это благодаря моей дочке Светлане Панаетовой. Она была в Америке и говорит, а что бы не открыть, потому что как раз было предложение с управления образования, что открыть. Накануне предлагали, вроде участвовали, не выиграли проект, а на другой год мне предложили. И вот мне нравится, что что-то оставляешь после себя. Вот ты живешь, ты недаром живешь. Вот я рада, что центры открыла, я рада, что это хор, это встреча друзей по субботам будет, может, традиция. Я все время и это в Доме культуры сотрудникам говорю, я хочу, чтобы традицией было, чтобы каждую субботу играла музыка, и люди приходили и привыкли выходить из дома, потому что дома очень тяжело людям. Дома одинокие люди, детей нету. Дети все за границей, и кто помогает, кто вообще забыл о родителях. Люди хоть чуть-чуть выйдут и немножко общаются. Люди, когда общаются, они молодеют. Они забывают о трудностях. Они нравятся, людям очень нравится. Валентина Георгиевна, мы очень надеемся, что эти танцы тоже станут доброй традицией в городе Камрате. И мы, конечно же, благодарим вас за то, что вы проявляете инициативу, вытаскиваете, еще раз говорю, этих людей со своих домов. Таким образом они проводят время и просто не даете возможности им просто потеряться в одиночестве и помогаете им этим самым. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе.
программа подошла к своему завершению, к сожалению, но я надеюсь, что мы еще будем с вами видеться и рассказывать нашим телезрителям, как проводят досуг наши люди пожилого возраста, и не только пожилого возраста, потому что, как рассказала Валентина Георгиевна, эти мероприятия очень часто становятся примером для молодежи, для подрастающего поколения. Sevgili seyirciler, ben herkesinize isterim söylemeye sağ olasınız. Hani bugün de bizimle birlikteydiniz. Valentin Georgievna'ya da onun yönünde baş eğildiriz. Hani o kendi yaptıklarından, kendi istemesinden yaşlı insanlara yardım etmeye, onlar örnek değil sadece yaşlılara, değil sadece sırada yaşayanlara ama o gençlere de anglara bir sıra, iki sıra, üç sıra görüp savaşırlar, onlara yardımcı olma, alırlar onlardan örnek. Hepsinize derim sağ olasınız. Hani bizimle birlikteydiniz. Valentina Georgievna Mikotina benim stüdyamızda bulundu. Gagauzyanın şanlı öğreticisi, Komrat Kasaba'nın şanlı yaşayanı. Sağ olunuz, kalın sağlıcakla, gelen buluşmak üzere.